Продолжается работа на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Инвестиционный прорыв регионов Дальневосточного федерального округа в национальном рейтинге. Что дальше? Так назвали сегодняшний деловой завтрак. Активное участие в нем принял Айсен Николаев. Он поделился опытом республики по части развития малого и среднего предпринимательства. Рассказал, что в республике функционируют уникальные для Дальнего Востока институты по поддержке предпринимателей, такие как Технопарк, венчурная компания «Якутия», Тассер Кангаласы. Также сообщил о том, что с июля начала работу региональная лизинговая компания с уставным капиталом 2 миллиарда рублей. При этом Айсен Николаев отметил и проблемы. Самой серьезной он назвал отсутствие эффективных коммуникационных каналов между бизнес-сообществом и властью, а также незаконное предпринимательство. Мы в городе Якутске, когда эта проблема стала очень острой, пошли по пути создания межведомственной комиссии, куда по согласованию с прокурором города мы включили всех руководителей федеральных правоохранительных органов, надзорных органов. Прокуратура у нас как лицо беспристрастное просто присутствовала на всех этих мероприятиях и одобряла или не одобряла наши действия. И на самом деле, благодаря вот их поддержке, мы смогли этот механизм сделать очень действенным, когда мы уже согласовывали план мероприятий по тем или иным отраслям, где особо были нарушения. Например, вот по чистой воде, после того, как Ассоциация производителей чистой воды ко мне обратилась, мы провели такую серьезную работу, провели массу проверок, и в результате не только прикрыли вот это нелегальное производство питьевой воды, но и около 60% нелегалов, они стали уже легальными предпринимателями, потому что они все-таки поняли, что работать по закону лучше. Так? Но еще раз говорю, что это очень такой трудоемкий механизм, и все-таки в этой части нам надо законы в стране все-таки пересматривать, каким-то образом улучшать, так, чтобы мы боролись не только с легальным бизнесом, так, но и в первую очередь нелегальный бизнес вообще бы не мог существовать в нашей стране.